что есть и что будет в нашей республике. Такова тема интервью, которую дал в нашей программе депутат Госсобрания нашей республики Эрнст Березкин. Эрнст, вот то, что касается общественно-политической ситуации в республике, которая сейчас сложилась, вот вы как ее оцениваете? Хорошая, плохая, критическая? Но она не может быть хорошей только на том простом основании, что сегодня, естественно, после того, как изменился порядок назначения, то есть выборов, а теперь уже назначение фактическое губернаторов, руководителей регионов, естественно, возникает много вопросов. Есть ситуация неопределенности. И поэтому, если бы мы были бы и знали бы, что у Вячеслава Анатольевича там есть второй срок, да, я думаю, что вот таких негативов, той волны критики взаимной, той волны нехороших материалов, заказных в средствах массовой информации не было бы. Поэтому ситуация, естественно, нехорошая. Она не может быть в этой ситуации. Всегда есть силы, которые хотят занять первое кресло, привести свою команду. Есть силы, которые пытаются удержать власть в своих руках. Конечно, это ничего хорошего республике не приносит. Их самое главное, может быть, даже не финансам, а именно имиджу республики, потому что все эти разборки, вся эта волна взаимных претензий закулисных на страницах газеты, интернета, это все выливается в Москве, и все судят о республике не о том, что у нас в республике вводятся новые школы, что у нас в республике строятся больницы, что у нас продолжается строительство дорог и тому подобное. Нет, народ же не это читает в Москве. Он читает, что там обналичили, тут что-то сделали. Все. И воспринимается регион совершенно по-другому в Москве. Вы никогда в школе, например, или в институте не играли в игру «Если бы директором был я»? Нет, такую игру не играли. Хотите сыграть сейчас? Нет, тоже не хочу. В данном случае молодых сразу, как говорится, забивают сразу, как на охоте. Правильно? Выбирает, вот когда идешь на охоту на кабанов, всегда выбирает, если кто-то вырывается, молодой там, подсвинок, так убивает самых молодых и вкусных, поэтому в такой лучше охоте не участвовать. А все-таки, вот если иметь в виду ту оценку, которую вы сейчас дали, вот что нужно для того, чтобы выправить положение, как вам кажется? В чем проблема основная? Нет, проблема она уже в самой сути, что действительно срок Вячеслава Анатольевича заканчивается, и фактически, насколько я знаю, где-то уже как минимум в сентябре-октябре месяце должен уже президент России вносить кандидатуру либо Вячеслава Анатольевича на второй срок, либо уже новую кандидатуру на пост президента республики. Ситуация только в этом. Первая причина, что время подходит. Вот будет подходить время там у Владимира Владимировича Путина там в 2008 году. Я тоже думаю, что в России там непростая ситуация будет. Вот возьмите любые выборы. Лукашенко там сейчас вон в Белоруссии. Все было спокойно, тихо, спокойно на тебе. Украина. Ну, это везде так, везде так. Это естественный процесс борьбы. А как вам кажется, вот имея в виду нынешнюю ситуацию экономическую, финансовую и в том числе общественно-политическую, каким мог бы быть глава администрации исполнительной власти в республике будущей? Кто он должен быть прежде всего? Он должен быть менеджером, он должен быть экономистом, политиком, я не знаю, политтехнологом. Вот кто он должен быть? Ну, вообще в теории как бы во многих странах, допустим, руководителей, будущих государственных деятелей, как таковых готовят заранее. То есть они имеют именно базовое образование, которое знает экономику, юридические вопросы, допустим. Просто прийти, допустим, со стороны без базового образования и стать руководителем в нынешнее время достаточно сложно. Но много есть руководителей, которые, не имея ни экономического, ни юридического образования, в силу своего опыта работы, допустим, в течение там, десятков лет уже на крупных должностях, они, естественно, этот опыт волей-неволей приобретают.
приобретают. Поэтому и Вячеслав Анатольевич, я знаю, прекрасно разбирается в юридических тонкостях и вопросах, хотя у него нет юридического образования. Ну, в других странах эта система как бы институтов уже выстроена, а у нас пока такого, конечно, нет. Поэтому бывают такие случаи, что в регионы приходят люди, которые не имеют ни экономического образования, ни юридического. Вы имеете в виду Евдокимова? Ну, не будем говорить плохо о людях, которые ушли. Ну, Евдокимов не один такой пример, очень много таких примеров. Поэтому нам нужно все-таки на будущее ставить, ну, однозначно, вот мое мнение, чтобы если это не Вячеслав Анатольевич, если он не захочет, допустим, там остаться на второй срок, все-таки это должен быть человек из республики, потому что, ну, я просто знаю, что есть в республике люди, у которых достаточный опыт и знания, чтобы не приходить из Москвы, из другого региона, как поступили, допустим, там с Калининградом, с Нижним Новгородом или другими регионами. Вот это мне сегодня самое однозначно мое мнение, что мы не должны дойти до такой ситуации, что, ну, руководители своего. Да, что мы не найдем своего руководителя из людей, которые живут, работают в Республике Саха-Якутия. Вот это единственная моя основная позиция. То есть вы уверены, что если придет человек со стороны, варяг, как говорится, то это однозначно плохо? Это однозначно плохо. Это говорит о несостоятельности системы управления. Будет означать, что президент страны оценивает Республику Саха-Якутия, все ее предыдущее руководство, в том числе и Николаева Михаила Ефимовича, и Штырова, и всех в кадровом отношении несостоявшимся. Но я-то как раз придерживаюсь другого мнения. Поэтому я просто говорю. Да, вот на тот вопрос, который вы мне задали, кем он должен быть, я сразу говорю. Однозначно мы не должны допустить такого, что должен прийти человек со стороны. А если все-таки такое случится и придет человек со стороны? Ну, единственное, что нам не надо будет и не стоит обижаться, что приходит человек и метет по-новому. Да, если придет человек, он сделает большую кадровую встряску в республике, и здесь... Говорят, что пустит кровь. Ну, как пустит кровь? Пустить кровь это не означает... Да, то есть он как бы сделает большую кадровую встряску в республике. Ну, как я уже еще раз говорю, значит, все-таки президент страны не доверяет, показывает нашу слабость. Ну, поэтому я считаю, что, я больше чем уверен, что этого не произойдет. Больше чем уверен, что этого не произойдет. Как вам кажется, в принципе, вопрос о будущем главе исполнительной власти нашей республики, он решается каким образом и где? То есть, Путин это уже, так сказать, последняя как бы инстанция, а до того, вот кто на него может повлиять на выбор кандидатуры, как вы думаете? Ну, в любом случае... Ил-Тумен как-то может свое слово сказать? Ил-Тумен вряд ли может сказать слово. Слово говорят, что, во-первых, экономические показатели работы региона. Да, естественно, если регион показывает нормальные стабильные результаты, есть как бы социально-экономическое благополучие, по большому счету, как бы нету социальных потрясений, взрывов, когда основные программы, которые реализуются на федеральном уровне в регионе, успешно претворяются в жизнь, это и есть самый главный показатель, на основании чего можно делать вывод, менять руководителя региона или нет. Второе, конечно, мнение складывается, к сожалению, и от таких ведомств, которые делают аналитику внутри региона перед тем, как, допустим, либо там должны состояться выборы или что-то. И каждый по-своему заказывает. Вот это дестабилизирующий фактор, когда по чьему-то заказу анализируются и высвечиваются негативные стороны, которые присутствуют в жизни любого региона, да, предвзятые отношения. Поэтому я думаю, что когда принимают решение в Кремле, идет анализ со многих
сторон. Идет там анализ со стороны Хабаровского, да, полпредовского окружения, которое тоже имеет свою аналитическую машину. Есть здесь в республике органы, которые обязаны тоже заниматься этой аналитикой. Есть анализ большой прессы, как бы с точки зрения. Есть анализ, который делают уже сами кандидаты, и эти материалы пытаются забрасывать в Кремль. Поэтому все-таки я надеюсь, что в первую очередь руководитель страны будет руководствоваться, исходя не из субъективной подачи материалов разными сторонами, а в первую очередь обращая внимание на результаты деятельности региона, как в течение этих лет развивается Республика Саха-Якутия. В последнем своем интервью в нашей программе вы сказали, что вы больше государственный человек, радеющий за интересы республики, чем депутат или менеджер Алроса, либо министр финансов. Вот если с этой точки зрения посмотреть на ваше будущее, вы исчерпали свой ресурс в административном плане, чтобы вернуться в государственную службу? Нет, сейчас мне сложно на этот вопрос ответить. Как я в свое время, где-то лет 7-8 назад говорил, что человек, который хочет двигаться, работать, он там, долго, больше, чем 3 лет на одном месте, вот, допустим, по характеру сидеть и работать сложно. Либо я вот и так сразу говорил, если я за 3 года как министр финансов ничего нового в работу Министерства финансов не привнес, то вряд ли я что-то еще привнесу, более такого кардинального, нового, новизны видения, взглядов. Поэтому, конечно, стабильность могу сохранить, но если новая жизнь и новые условия требуют как бы изменения стиля работы министерства, то, конечно, министру, вот, допустим, в данном случае надо уходить в каком-то плане, менять, ротацию кадров делать. Вот это было мое мнение, оно остается. А что касается хозяйственной деятельности, в работе в органах управления предприятий хозяйств, то, конечно, там частая смена кадров невозможна, потому что это не министерство. Человек несет в данном случае, вот как министр или там зампред, человек в большей степени нес как функцию как генератора идей. Исполнителей, людей, которые притворяют в жизнь законы и тому подобное, их много. Грамотные специалисты Министерства финансов. Руководитель приходит, он привносит идеологию и должен заставить работать всех подчиненных под свою идею, под свою идеологию. Не он должен подстраиваться под стиль работы министерства, а заставлять министерство работать под себя. Это вот, а в предприятии не так. В предприятии все-таки руководитель, можно сказать, не в большей степени генератор идей, это тоже несомненно, но в предприятии все-таки есть цели и задачи, которые, можно сказать, достигаются не за 2 года, не за 3 года. Есть большие планы предприятий, и поэтому руководители там часто не меняются. Поэтому если была бы у меня возможность работать на предприятии там 10 лет, да, и в течение 10 лет там заниматься и притворять планы свои, я бы, наверное, согласился, поработал бы. Ну что ж, большое спасибо Эрнсту Березкину, депутату Госсобрания Якутии, за искренние ответы на временами не очень хорошие, скажем так, приятные вопросы. Надеюсь, что завтра мы продолжим эту беседу, на этот раз с Семеном Назаровым, и ответы будут столь же полными и убедительными. До свидания.